Под звуки гимна в танковом училище открывают памятник Дамиру Исламову. В 25 лет парень из Лениногорска стал героем России посмертно. На открытие пришла и его сестра. Мама Дамира до сегодняшнего дня не дожила меньше месяца. Она умерла в конце августа после продолжительной болезни. Бюст Дамира Исламова установили на аллее героев танкового училища. Слезы гордости, конечно. И, безусловно, всегда это будет. И мне очень и приятно, что не забывают и что помнят. 7 марта во время проведения специальной военной операции экипаж танка, которым командовал Дамир Исламов, уничтожил огневую точку и 4 боевые машины противника. В ходе сражений танк подбили, экипаж погиб. Как отметили на открытии бюста, татарстанец с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной. Старший лейтенант Дамир Исламов, участник специальной военной операции, прошел свой короткий жизненный путь достойно и честно. Все, кто знал его, вспоминают скромность, честность и порядочность этого простого лениногорского парня. В ходе проведения специальной военной операции уже 10 выпускников училища удостоены высшего звания, звания Героя Российской Федерации. Это очень нас обязывает к тому, чтобы мы чтили память наших выпускников, достойно выполняющих свой воинский долг. К открытию бюста героя приурочили и присягу первокурсников училища. На плацу сегодня и родители курсантов. Я очень рада, что он меня поступил. Я очень рада, что такое замечательное училище тут. Сейчас расплачусь. Сегодня очень важное событие. Мы с Ростовской области очень гордимся, что наш сын выбрал такую профессию — Родину защищать. Наши дети самостоятельно выбрали этот священный путь. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России. Защищать Отечество сегодня поклялись больше 200 курсантов. Среди них и Кирилл Савельев пошел по стопам отца и деда. Конечно, быть танкистом — это гордость, ведь это самая основная ударная сила сухопутных войск. Ну и как тут не гордиться? Когда он был маленький, он представлялся Кирилл Юрьевич солдат Савельев. Вот так он представлялся. Ну вот он стал почти солдатом, курсантом. 76 героев Советского Союза, 21 герой России, 250 маршалов и генералов. За годы своего существования училище стало достойной кузницей кадров для вооруженных сил страны. Теперь вы стали курсантами военного училища с более чем столетней историей и связали свою жизнь с танковыми войсками, открыли новую страницу своей биографии. Желаю вам добросовестно учиться, быть верным традициям и приумножать славу Казанского танкового училища. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.